Эрнст Молдашев тоташ организмны яшарту буенча тәҗрибәләр үткәрә. Эрнст Молдашев проводит опыты по омоложению всего организма. Эрнст Молдашев тоташ организмны яшарту буенча тәҗрибәләр үткәрә. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот», в студии Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер для ваших смс-ок +7 927 304 10 51. Вы можете писать нам, кстати, говорят, не только смс-ки, но и сообщения в Телеграм. У нас трансляция на YouTube запущена, нас там можно смотреть. Мы, как обычно, сегодня почитаем прессу. У нас и печатная, и непечатная, да? Да. Есть газета сегодня, аргументы и факты. Потом мы поголосуем, конечно же, послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас вчера в гостях была Лилия Чанышева, координатор местного штаба Алексея Навального. Сегодня у нас политолог Владимир Савичев, так что можете свои вопросы уже начинать присылать ему. После 15 часов мы с ним будем в эфире. Ну и добавлю, что во второй части нашей программы, правда, только по телефону, но на связи с нашей студией будет Ирик Илалов, бывший глава Уфы, ныне сенатор от Башкирии в Совете Федерации, поскольку там проходят сейчас дни Республики Башкортостан, посвященные столетию нашей республики. Мы у него спросим, а что вообще, как, для чего и почему, как говорится. Поэтому вопросы также можете присылать. А начнем мы с обзора прессы. Пресса с доставкой на дом. В Башкортостан на первой полосе пляски вокруг швабры, от чего скончалась пациентка Кушнаренковской центральной районной больницы. История о том, как врач-травматолог этой больницы наложил вместо шины швабру, она, в общем, дошла и до федеральных СМИ. Я напомню, что закончилось тем, что этот врач уволился из больницы, а эта пациентка на следующий день после выписывания, да? Списания? Вот, оговорочка, ужас. Конечно, да. После выписки из больницы, к сожалению, она скончалась. Пациентка была пожилой, и вот аргументы и факты на эту тему рассуждают. Основные мнения врачей, которые здесь собраны, говорят о том, что, в общем, наложение швабры само по себе это не является чем-то из ряда вон выходящим. Вот. И если это сделано все профессионально, то никаких вопросов нет. Да и вообще причинно-следственной связи между вот этой шваброй и смертью пациентки быть не должно. Ну, разумеется, как бы где швабра и все-таки. По-моему, писали коллеги, что у нее что-то с тромбами там было. Да, ну и возраст, опять же, да, здесь имеет значение, 86-летний. С одной стороны, знаешь, ничего, конечно, криминального в том, что швабру наложили, потому что это, ну, в принципе, да, правило первой помощи, конечно. При переломе нужно зафиксировать что-то жесткими предметами. Но тут-то проблема в том, что это в больнице сделали, а не где-то там, не знаю, на лесной опушке, когда женщина собирала грибы и совершенно случайно упала. Да, и проблема-то глубже. Прокуратура выясняет, что в больнице все эти шины были шины. Вот, но создается впечатление, что они были там только на бумаге, как у нас часто бывает с медикаментами, которые у нас есть на бумаге, а фактически их нет, и приходится людям выкручиваться, дополнительно их покупая. Одним словом, в королевстве не все в порядке, я имею в виду медицинское. Дальше еще хочу обратить внимание, здесь есть интервью, значит, специалиста, директора Уфимского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Журавушка» Натальи Казбан на тему буллинга подросткового, который, к сожалению, имеет место быть, да и всегда имел место, да, в школах. «Отразить агрессию» называется большое интервью, и, в общем, на мой взгляд, очень интересно здесь. Давай переведем: буллинг — это травля. Травля, да, то есть около 15% только по официальным данным подростков подвергаются травле сверстников, и, в общем, это проблема, да, как минимум. Обращает специалист внимание на то, как должны родители работать, неправильно, наверное, да, слово, взаимодействовать со своими детьми, да, для того, чтобы... детьми. Вот, и, в общем, я думаю, что у всех, у кого есть дети, неважно, они являются уже сегодня подростками или нет, есть смысл эту статью, это интервью прочитать на «Аргументах и фактах». Свежий номер, который вышел вчера. «Коммерсант» пишет, что в Башкирии новый мусорный полигон передают в концессию на 20 лет.
Администрация Мелюзовского района назначила на 9 августа, уже вон когда, 5 месяцев еще, конкурс на право получения в концессию на 20 лет недостроенного пока еще полигона для захоронения ТКО мощностью не менее 36 тысяч кубометров. На сайте проведения торгов сообщается, что концессионер получит право распоряжаться объектом незавершенного строительства площадью 77,33 тысяч квадратных метров, если вложит в него, то есть в его завершение, 100 миллионов рублей в течение 3 лет. Инвестор обязан оборудовать полигон контрольно-пропускным пунктом, весовыми рамками на въезде и выезде, ванной для дезинфекции ходовой части мусоровозов, тепловым пунктом, трансформаторной станцией и другими объектами. Размер обеспечения заявки для участников конкурса составляет 10 миллионов рублей. Они принимаются, эти заявки, до 22 апреля. А на полигоне на этом планируют захоронение отходов 4 и 5 классов опасности. Пишет об этом «Коммерсант». Кстати, про мусор. В минувшие выходные дни ездил по трассам, обратил внимание, что встречаются вот эти вот мусорные автомобили новенькие, которые мы обычно привыкли видеть в Уфе, на улице города, едут прям по трассе. И, судя по тому, что мне люди говорили, вот в северной части республики реально мусор довозится в Дюртюли. Иной раз вот это вот расстояние движения этой машины, оно превышает 100 километров. То есть, в принципе, какие-то изменения начались и появились в селах, правда, еще не во всех, вот эти вот контейнеры для сбора мусора, и люди пользуются. Есть еще у меня материал с Адель Реалии. В Башкортостане в школе рухнула крыша, называется. Это произошло позавчера, в понедельник. Или когда это было? Позавчера было воскресенье. Я запуталась. Сегодня среда, понедельник был. Понедельник. В понедельник в Башкортостане в селе Ермолкино рухнула крыша в местной школе. Кровля провалилась над спортивным залом. Об этом сообщает МЧС региона. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Спортзал не эксплуатировался с 2018 года, так как был признан аварийным. Аварийный. Рухнул крыша, и ладно. Я уже как-то рассказывал в эфире, в селе Благоварского же района стоит вот такой рухнувший спортзал, и, в общем, нормально. В соседнем здании дети учатся, и никто это здание даже не разбирает, не ограждает. Это Россия, это все нормально. Тем временем суд признал законным отказ правительства Башкирии в проведении митинга в Сибае. Об этом пишет про Уфу. Значит, напомню, что заявку о проведении митинга подавала активистка Рамиля Саитова, и планировала провести акции протеста 13 и 14 марта с целью выразить публичное общественное мнение по поводу нарушения конституционных экологических прав в Сибае и необходимости введения режима чрезвычайной экологической ситуации из-за тления карьера. В Кировском районном суде судебное заседание по административному иску Саитовой о признании незаконным отказа правительства состоялось. Суд отказал удовлетворить требования правозащитницы. И, в общем, все. Тут добавить нечего. В итоге история, видимо, на этом и закончилась. Я, кстати, напомню, что Рамиля Саитова рассказывала нам Эху, что заявка на митинг подавалась не только в правительство, но подавалась еще заявка на митинг в местную администрацию. Рамиля Саитова подавала в правительство заявку, а ее коллега-активистка подавала в Сибае, в администрацию города. И там обе активистки были первыми в день подачи, там же определенные сроки есть, они первыми пришли, подавали первыми свои заявки, там было что-то в районе 8-9 утра. В итоге им сказали, что до них уже подали заявки, что в принципе было невозможно, потому что день подачи заявок был именно этот. До них уже подали заявки на проведение митинга, но, естественно, что это за митинги, что там за акции, никто рассказать не может. Останется только посмотреть, сколько там людей тем будет. временем Ради Хабиров показал, как выплескивает негативную энергию. Как? В тире, да? Пишет об этом. Что ты сразу спойлеришь, как так можно? Об этом пишет про Уфу. Временно исполняющий обязанности главы республики посетил концерн «Калашников», который является крупнейшим в стране производителем боевого оружия. Визит этот состоялся в рамках поездки в Ижевск, где Ради Хабиров провел несколько рабочих совещаний с участием полпреда президента в ПФО Игорем Комаровым, в том числе совещание по диверсификации предприятий ОПК. И также посетил, собственно, концерн «Калашников». Ради Хабиров рассказал в соцсетях, там фотография была, как в перерывах между встречами попросил коллег из Удмуртской республики показать легендарный концерн. Было приятно вспомнить армейские навыки. Поделился он, добавив, что с очередями из лучшего в мире оружия выплеснул много негативной энергии. На ПРУФУ, кстати, есть видео, как Ради
Хабиров стреляет из калаша. Ради Хабиров не единственный, для кого стрельба из огнестрельного оружия позволяет выплеснуть негативную энергию. Ростислав Мурзагулов, главный пиарщик Хабирова, в кавычках это написано, также известен своим увлечением пострелять в тире, правда, в отличие от ВРИО, главы республики, по движущимся мишеням. Здесь, мне кажется, очень нужна была песня нашего прекрасного уфимского рэпера Фейса «Калашников». «Засыпай, мой Калашников». Но мы, к сожалению, об этом очень поздно вспомнили, поэтому песни не будет. Найдите и послушайте. Прекрасная песня. Ну, тем временем полиция задержала жителя Башкирии, подозреваемого, в кавычках, в минировании домов в Петербурге и Казани. Об этом пишет портал «Реальное время». Скучно стало, что ли? Значит, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 7 марта в службу 112, оказывается, позвонил неизвестный мужчина и сообщил о так называемом минировании 18 домов в Санкт-Петербурге и Казани. Значит, в результате мероприятия на Московском вокзале Петербурга полицейские задержали ранее судимого 31-летнего жителя Республики Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Вот такой вот у нас земляк. Скучно стало ему. Тем временем еще на ПРУФУ жители Уфы отказываются получать бесплатные пожарные извещатели. И как это они мотивируют? Управление гражданской защиты рассказало о ходе раздачи пожарных извещателей. Напомню, их раздают семьям города в поликлиниках сейчас. Ранее сообщалось, что устройство могут бесплатно получить семьи, у которых родился ребенок с 1 января 2018 года. Ну, вот в этот промежуток. Не все жители отнеслись к идее с интересом. Многие люди, у которых нет дома извещателя, получить его все равно отказываются. Управление гражданской защиты отмечает, что в большинстве случаев мотивация отказа непонятна. Помимо раздачи приборов в поликлиниках проводятся обходы квартир с этой же целью, однако и там не все принимают подарок. Так было зафиксировано 246 отказов. Я думаю, люди просто думают, сейчас нам бесплатно дадут, а потом счет пришлют. Например, да. В коммуналку, знаешь, вот это в оплату за коммуналку, там за квартиру, за газ заводу выставят еще пожарный извещатель. Или как у нас принято, да, как бы чего не вышло, бесплатно сыр только в мышеловке и все такое прочее. То есть без рационального объяснения. Да, еще быстренько хочу на медиакурсете обратить внимание. Во время проверки Демского рынка в Уфе нашли незаконных мигрантов и контрафакт. Так что, если вот кто-то посещает вот этот прекрасный вьетнамский рынок наш, Демский, горжусь Демой, то вот это для вас материал. Ну и в случае победы над футбольным клубом «Ахмат» футбольный клуб Уфа подарит билеты на следующий домашний матч. Очередная акция от нашего клуба. Напомню, 17 марта в 16:00 на стадионе «Нефтяник» пройдет домашняя игра с «Ахматом». Клуб из Чечни, соответственно, если побеждаем, то на следующую игру идем бесплатно. Вот, кому интересно, присоединяйтесь. То есть к на матчу. этот раз не надо покупать билеты, которые потом возвращать придется, да? Да, да. То есть тут уже как бы мотивация другая немножко, но тоже интересно. Ну что ж, время обзора прессы у нас подошло к концу. Сейчас предлагаем вам послушать фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях в нашей студии была координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Закон о суверенном интернете. Как вам он? Мало верю, что интернет можно ограничить, но, естественно, я против этих ограничительных мер. В современном мире это просто шаг на 50 лет назад. То есть, когда весь мир развивается как раз за счет вот этих высоких технологий, за счет открытого рынка, опять же, у нас, наоборот, идет ограничение, санкции, лишь бы мы остались в своей скорлупе и превратились в Северную Корею. Почему 10 марта Уфа не вышла на протесты, когда и в Москве, и в ряде городов страны, вот в Воронеже, например, были митинги в защиту свободного интернета? Уфа вышла на пикеты. Но пикеты — это такие одиночные акции, там все-таки было не так много людей. Пикет — это тоже форма публичного мероприятия. Но это было не массово. Как обычно это бывает. В данном случае не обязательно, чтобы мероприятие было массовым, чтобы привлечь внимание. Люди стояли в разных частях Уфы, их много людей увидело. После этого много об этом СМИ написало статьи. Митинги же не стоит проводить ради митингов, чтобы они были, и если они проводятся в других городах, то нам тоже нужно их проводить. Мы всегда учитываем, насколько есть вообще запрос у наших сторонников, у людей, у общества на такое мероприятие. Не было такого запроса? Именно на митинг нас не спрашивают. Наоборот, просто отдельные люди изъявили желание провести пикет. Просто их проконсультировали, как правильно это делать, оказали юридическую поддержку в части правильного проведения. Это были и сторонники, и волонтеры. То есть те люди, которые раньше ходили раздавать листовки, и люди, которые просто первый раз пришли, сказали: я хочу выйти на пикет. Почему Уфа с лета как-то подуспокоилась? То есть последний такой массовый протест был в сентябре, и все. У нас больше нет проблем, которые могли бы вывести столько людей на улицу? Или просто штаб Навального немножко устал и поднадоело вам сидеть с Федором в
вашим юристам в изоляторах? Аресты, они, конечно, отнимают много времени и сил, потом времени на то, чтобы восстановиться и выйти после таких случаев. Но я бы не сказала, что мы свою протестную активность как-то снизили. Нет, мы, опять же, вот, как я сказала, не проводим митинги ради митингов, во-первых. А во-вторых, есть и другие способы донести до людей ту информацию или те посылы, которые мы бы хотели до них доносить или доносить до органов власти. Например, те же самые видео. Хочется еще поговорить по поводу выборов. Полгода осталось. Есть уже некоторые имена, которые называют в качестве возможных кандидатов. Кстати, несколько наших гостей ваше имя все-таки называли. Вот вы в прошлый раз говорили, что пока не планируете, но некоторые вас видят в качестве кандидата. От КПРФ есть как минимум 3 кандидатуры. Я хочу вот ваше мнение по каждому из них попробовать узнать. Вот Юнир Кутлугужин, глава местного райкома партии. Как вам эта кандидатура? Вообще, как вы знаете, Алексей Навальный запустил такой проект, как «Умное голосование». Поэтому мне все равно, кто будет от КПРФ, Кутлугужин, там, не знаю, Ющенко, еще там кто третий. Если у него будет больше потенциала в качестве кандидата, за которого проголосуют ради того, чтобы не голосовать за Хабирова. Протестное голосование. Да, протестное голосование. То мы будем всячески продвигать этого кандидата и предлагать избирателям с помощью проекта «Умное голосование» голосовать именно за него. Поэтому мне без разницы, кто там от них будет, даже если этот человек будет, ну, по факту, таким спойлером или псевдооппозиционным кандидатом, который на самом деле окажется там мурзилкой, все равно мы будем призывать... Лесник этот термин у нас употребляют. Кто бы ни был, мы будем предлагать людям голосовать за этого одного кандидата в противовес Хабирову. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Напомним, что в гостях у нас вчера была Лилия Чанышева, координатор штаба Алексея Навального в Уфе. Этот эфир вы можете посмотреть полностью на нашем сайте mskaufa.ru в разделе «Программы», а также в нашем канале в Ютубе. Ну а мы сейчас будем голосовать, и голосовать мы будем на тему патриотическую, я думаю. В некотором роде продолжение темы вчерашней. Правда, вчера мы не голосовали. Помнишь, говорили, что теплоход именем Мустая Карима будет называться. Причем таких 2 теплохода всего в России строится. Один Петр Великий, другой Мустай Карим. А тем временем, оказывается, не только теплоход речной у нас строится, но и также подводная лодка, то есть объект, скажем так, плавучий Министерства обороны, также будет называться в честь, ну, не Мустая Карима уже, а в честь нашего города, Уфы. Значит, «Коммерсант» пишет о том, что в Петербурге до конца года будет введена в эксплуатацию подводная лодка «Уфа». Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии представитель Морского собрания республики. Решение о присвоении имени Уфы одной из дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота было принято Объединенной судостроительной корпорацией еще в 2017 году. Нам, кстати, вчера из морского вот этого... Как еще раз? Морское собрание? Да, Морское собрание позвонили республики. И сказали, что неправильно журналисты поняли, подводная лодка закладывается только в этом году, строится она будет в ближайшие 3-4 года. То есть еще в этом году мы не увидим, как ее поставят на воду. Так, то есть она будет заложена и... Да, в общем... ну то есть строительство начнется, тем не менее, в этом году она действительно будет называться Уфа. Вопрос-то у нас не в этом, Вопрос не в этом. Вопрос очень простой. Если вы очень как бы рады, да, этому факту и, более того, гордитесь этому факту, что в военно-морском флоте России будет подводная лодка с именем Уфа, голосуйте по номеру 262-72-47. Если вас сей факт не вызывает гордости, да, то есть, в принципе, вам все равно, как бы вы к этому моменту равнодушны, голосуйте по номеру 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. Вы горды тем, что в военно-морском флоте России появится подводная лодка с названием Уфа. 262-72-48. Вам все равно, может быть, даже наоборот, да, вы считаете, что подводные лодки и не нужно производить, а если и производить, то называть нужно их как-то по-другому. 262-72-48. Слушай, а меня смущает, что она не атомная, какая-то дизель-электрическая, маленькая. Ну, нормально, ее же не будут выводить там куда-нибудь в какие-нибудь, не знаю, воды Тихого океана и потом бомбить какую-нибудь условную Вообще, Америку. конечно, не хотелось бы, чтобы любые лодки кого-то бомбили. Слушай, а у меня вот сразу в голове шутка. У меня есть друг Васенька в Красноярске, он живет, у него... Он очень любит слово «стерлитамак», и каждый раз, когда его слышит, это название, говорит, что вот есть ракета «Стерлитамак», которая, попадая в любой город, превращает его в «Стерлитамак». Ну, старая шутка про Воронеж. Я прям хочу пошутить про подводную лодку Уфа, знаешь, которая приплывает в любой город мира и делает его Уфой. Но подводная лодка должна, мне кажется, быть вот не такая, не серая, как они обычно бывают, а такая вот какая-нибудь красивая, как автобусы Башавтотранса. Триколор. Да, да. Триколором покрашенная, белый, там, синий-зеленый, башкирские вот эти
орнаменты обязательно на боках должны быть нарисованы. И куда бы ни приплывал экипаж этой подводной лодки, все они должны выходить и выносить чак-чак на поверхность. И мед, наверное, с собой возить всегда в больших количествах. Кумыс. И конину. И конину. Но, опять-таки... И плавать они должны в тюбетейках таких красивых, наших таких, знаешь, с орнаментом. Или в шапках в листьях зимой. Колоксын, да, вот шапка Вот, башкирская. огонь. Прям классно будет. Мне кажется, должен специальный отряд, который будет плавать на подводной лодке Уфа. Друзья, напомню, мы голосуем с вами. Если вы горды тем фактом, что у нас появится, не у нас уж, а в Министерстве обороны России, в Тихоокеанском флоте появится подводная лодка с именем Уфа, 262-72-47, это ваш номер телефона. 262-72-48, это номер телефона для тех, кто этому вовсе не рад. Как много тех, кто этому не рад. Друзья, это же классно. Подводная лодка Уфа. Наконец-то вспомнили Уфу. Если честно, Уфа очень важный город был во времена той же самой Великой Отечественной войны. Да? Здесь, как говорится, ковалась победа. У нас в тылу сколько было предприятий, да, и которые до сих пор работают, в принципе, и сделали серьезный вклад в достижение победы. Это такой своего рода способ привлечь туристов в Уфу. Конечно. Вот приплыла лодка, пришвартовалась, я не знаю, не швартуется или как, это неправильное слово для подводной лодки. Почему нет? То есть она пришвартовалась где-нибудь там в условном Калининграде, сразу в Америку, да. И такая вот стоит, на борту написано Уфа, и все так, прикольно, смотри-ка, Уфа, где это, что что бы это значило, и так далее, начинают гуглить, увидят, что это прекрасный город, и едут к нам, вот вам развитие туризма. Мне кажется, меня должны сейчас назначить Центром развития туризма руководить. Вот даже если кроме шуток, ты права, на самом деле эта лодка появится в разных реестрах, то есть кто-то где-то столкнется с именем Уфа. То есть люди, которые интересуются военным, там, не знаю, там, оборудованием, техникой, они где-то увидят Уфа. Ой, а что такое Уфа? И так по далее, крайней мере, повод погуглить точно есть. 262-72-47, вы гордитесь и вы рады тому, что новая подводная лодка в военно-морском флоте России будет называться в честь нашего города Уфа. 262-72-48 вам все равно вообще абсолютно никак на вас это влияние не оказывает. 262-72-48. У нас есть еще полминуты до конца. Значит, такие лодки способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров. Автономность плавания достигает 45 суток аж. Экипаж субмарины состоит из 52 человек, а подводное водоизмещение около 4000 тонн. То есть... Мне кажется, она не атомная, потому что она будет такая больше в культурно-просветительских целях использоваться. Хотелось бы в это верить, кстати. Ну что, давай подводить итоги голосования. Нажми стоп. И у нас цифры, кстати, в конце поменялись немножко. Да. Давай озвучим. Итак, 31% наших слушателей гордится тем, что подводная лодка новая будет называться Уфа. 69% считают, что им вообще все равно. Мы уйдем на новости, после чего вернемся и продолжим наш разворот. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». «7:30 в Москве», в студии Александр Климов. Новости. Нижняя палата Конгресса США поддержала закон о запрете признания Крыма частью России. В тексте закона говорится о непризнании аннексии Крыма Россией и российского суверенитета над Крымом, включая воздушное пространство полуострова и его территориальные воды. Теперь законопроект должен подписать президент США. Представители США и радикального движения «Талибан» согласовали в Катаре проект соглашения о выводе американских войск из Афганистана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал Толу Ньюс. Переговоры о выводе войск США из Афганистана можно назвать сенсацией, поскольку это произошло впервые. Однако о прекращении огня по обе стороны до сих пор не договорились, заявил нам ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Во-первых, что касается сроков вывода американских войск, там дискуссия шла о том, уложатся американцы в 1 год, либо же все-таки это растянется на срок от 3 до 5 лет. Талибы настаивали на первом варианте, американцы придерживались второго, поэтому сейчас будет важно услышать о том, на какой же цифре все-таки остановились обе стороны. Еще больше интереса представляет пункт о гарантиях талибов в отношении недопущения использования территории Афганистана в качестве угрозы для Соединенных Штатов. В этом случае от талибов американцы будут наверняка добиваться разрыва отношений с Аль-Каидой, с их лидерами, в том числе с Хамзой бен
Бин Ладеном, сыном Бин Ладена-старшего, который сегодня, по некоторым данным, уже становится вторым человеком в этой террористической группировке. Андрей Сиренко считает, что если Талибан предоставит убедительные гарантии разрыва с Аль-Каидой, это будет важнее переговоров с США. Британский парламент повторно отверг соглашение с ЕС по Брекситу. Генпрокурор Джеффри Кокс заявил, что гарантии, полученные премьером от ЕС по ирландской границе, недостаточны с юридической точки зрения. Таким образом, сегодня парламентариям предстоит голосование по Брекситу без соглашения. Если и этот вариант будет отклонен, то в четверг будет поставлен вопрос о продлении срока Брексита на 2 месяца. Правительство Японии решило не предоставлять в нынешнем году в Совет ООН по правам человека проект резолюции с осуждением ситуации в КНДР. Ранее Токио долгие годы непрерывно совершал такие демарши. Как заявил генсек Кабмина, решение принято в расчете на развитие диалога с Пхеньяном. Средний россиянин использует в электронной форме свыше 9 предоставляемых государственными органами услуг. При этом почти половина жителей страны, 47%, пользуются такими услугами хотя бы раз в неделю. Об этом говорится в отчете компании BCG, поступившем в РБК. По данным ее экспертов, 11% жителей России пользуются цифровыми госуслугами не реже раза в день. По этому показателю Россия занимает 9-е место в мире. В Москве сейчас -5, днем от 1 до 3 ниже нуля, местами небольшой снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Говорят, человек должен посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Разумеется, не обойтись без поддержки, знаний и, конечно, финансов. Все просто. Чтоб легко финансировать, нужно верно инвестировать. Финам. Инвестируй грамотно. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в городе Уфа, ООО «Финам Уфа». Цюрюхы 75. Телефон 216 11 22. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет политолог Владимир Савичев. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на Эхе Москвы в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На Эхе Москвы в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В профсоюз Навального обратились 169 жителей Башкирии. Об этом вчера в эфире «Эхо» рассказала координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Профсоюз был запущен в конце января. Как ранее пояснял сам Навальный, таким образом он намерен добиваться повышения зарплат сотрудникам бюджетной сферы и выполнения майских указов Владимира Путина. По словам Чанышевой, в профсоюз обращаются учителя и работники сферы здравоохранения, которые получают зарплату ниже средней по региону. Она также отметила, что профсоюз уже получил ответы по ряду обращений от чиновников из Башкирии, однако, цитирую, в основном это отписки. Так, из администрации Мейкинского района в ответ на жалобу учителя сообщили, что зарплата равна средней для района. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказывала «Эху», что профсоюз готов оказывать любую юридическую помощь бюджетникам для получения положенных им выплат, в том числе составлять документы для обращения в суды. Работы по подтоплению Сибайского карьера планируется завершить к 26 марта. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы Башкирии Ради Хабиров, сообщает ТАСС. По словам Хабирова, работа идет согласно плану, утвержденному Ростехнадзором, несмотря на то, что ранее сообщалось, что таяние снегов ускоряет процесс подтопления карьера. При этом Хабиров отметил, что решение вопроса раньше поставленного срока маловероятно. По его словам, в последнее время фиксируются редкие ситуации, когда происходит превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
Жителя Башкирии задержали в Петербурге за ложные сообщения о терроризме. Сообщение о том, что 18 домов в Казани и Санкт-Петербурге заминированы, поступило 7 марта. Мужчина оставил сообщение по номеру 112. Как сообщает ТАСС, 12 марта сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали подозреваемого. Задержанный 31-летний мужчина уже был судим ранее. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от -2 до +2 градусов. Сейчас за окнами облачно, 2 градуса мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-сообщений, сообщений в Телеграм. Тетя Роза нам пишет. Вот мы объявили в начале эфира, что у нас Ирик Шмухаметович Елалов сейчас будет на проводе. И она пишет: родной и любимый наш Ирик Елалов. Очень рада слышать и видеть на башкирской земле. Но только лишь по телефону, и мы сейчас уже попросим нашего звукорежиссера Никиту Полянина набрать на номер телефона Ирика Елалова. А все почему? Потому что вчера, 12 и сегодня, 13 марта, в Совете Федерации проходят Дни Республики Башкортостан. А поскольку Ирик Елалов сейчас работает сенатором от Башкирии, в общем, задействован в этих процессах. Да. Ирик Шмухаметович, доброе утро. Да, доброе утро. Здравствуйте. В студии Елена Черкова, Руслан Валиев. И у нас к вам первый вопрос. Для чего решено провести Дни Республики Башкортостан в Совете Федерации? Валентина Ивановна Матвиенко, руководитель Верхней Палаты нашего парламента, рекомендует вообще, так сказать, всем регионам активнее участвовать на федеральном уровне и продвигать свои интересы, как экономического, так и социального характера. Для этого существует институт такой проведения Дней регионов в Совете Федерации. И пока по неизвестным причинам почему-то Республика Башкортостан не пользовалась этим очень хорошим таким приемом, который позволяет напрямую взаимодействовать через Совет Федерации с руководством всех федеральных органов исполнительной власти в первую очередь. А другие регионы часто таким пользуются, да? Ну, как минимум раз в год. И я участвую уже в 5 таких региональных мероприятиях на площадке Совета Федерации. Как правило, они проходят 2 дня. Первый день это идет работа в комитетах, где продвигаются интересы экономические, социальные интересы регионов. По итогам работы в комитетах уже дальше выдвигается проект, согласованный всеми, в том числе и федеральными исполнительными органами власти, министерствами, ведомствами, на пленарное заседание. На пленарном заседании уже выходит итоговый документ, в котором решаются очень важные вопросы. Как правило, это многомиллиардные проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, социальной сферы, ну и так далее. Угу. Скажите, а вот вчера первый день, получается, это был день как раз вот этих обсуждений в комитетах. Что удалось, я не знаю, обсудить, о чем-то договориться? Какие-то, может быть, нас новшества ждут, какие-то инвестиции, в конце концов? Вот, если выражаться термином вот таким стрелкового спорта, да, вот вчера было попадание в десятку. Потому что та большая работа многомесячная, которую проводило правительство республики, Госсобрание, сенатор от Республики Башкортостан, все наши предложения, которые, так сказать, были отработаны за эти месяцы и вчера на комитетах доложены, они все были приняты. Ну, в первую очередь, это, вы знаете, знаменитый указ президента Российской Федерации 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития, где мы там вошли в комплексный план по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. У нас там 9 объектов вошло.
на 62 миллиарда рублей. Вот было принято наше дополнительное предложение, дополнительно к этому комплексному плану. Это государственная программа Российской Федерации развития транспортной системы. Вчера, очень качественно было доложено на Комитете по экономической политике наши предложения по 8 объектам на сумму почти 25 миллиардов рублей. И плюс по долгосрочной программе развития российских железных дорог, это так называемый Южный обход, плюс еще пару веток там железнодорожных на территории Республики Башкортостан. Это два объекта на 267 миллиардов рублей. И были представители федеральных ведомств, РЖД, секретарь РЖД был заместитель министра экономического развития. Все наши вопросы были приняты, в том числе и вопрос дальнейшего расширения реконструкции Уфимского аэропорта. Вы знаете, к ШОСу Бриксу мы его подготовили, но сейчас никто не ожидал, что такими темпами будут развиваться пассажироперевозки в нашем аэропорту. Я хочу вспомнить, еще в 2010 году мы 1,5 миллиона пассажиров перевозили. Да. Сейчас по итогам 2018 года 3,2 миллиона. А перспектива ближайших лет у нас это 5 миллионов. Мы становимся крупнейшим поволжским хабом. И вот это предложение было поддержано и Минтрансом, и Росавиацией. Но я особо хотел бы отметить, наверное, что добилось правительство Республики Башкортостан и рассмотрение вопроса создания особой экономической зоны в Ишимбайском районе. Вы знаете, это район родина нашей нефтедобычи, и там было добыто сотни миллионов тонн нефти, каждый 5-й литр там дизельки и бензина в Великой Отечественную войну заправлялся это топливом Ишимбайского района. И сейчас, когда выработаны все ресурсы, важно трудоустроить людей. Там большой инженерный состав с высокими компетенциями, рабочий класс. Поэтому мы очень довольны, члены делегации, о том, что удалось поработать. Всего было 6 комитетов, кстати. Я участвовал в 2 комитетах, потому что они накладывались и по времени. В Комитете по экономической политике единогласно сенаторы поддержали предложение Республики Башкортостан. И в Комитете по местному самоуправлению, делам Севера, там тоже единогласно было поддержано решение Республики Башкортостан. Особо коллеги, конечно, отметили, знаете, в это выступление 3 докладчиков. Это Тажидинова по Ишимбайскому району, очень качественно доложил исполняющий обязанности вице-премьера. Мухамедянов, то, что докладывал Гостранс наш по транспортной инфраструктуре. И отметили хороший, качественный доклад министра экологии. То, что касается непосредственно Уфы, вы знаете, много лет и мэрия Уфы, и я лично занимался, вопросом санации территории химпрома. Этот вопрос принят к рассмотрению, и, надеюсь, дальше уже будет все зависеть от качества проработки этого вопроса правительством республики совместно с исполнительными органами власти уже Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, действительно, звучит все это очень впечатляюще, а насколько реалистично это все на практике, То есть проголосовали сенаторы, поддержали предложение, а дальше что? То есть кто это будет исполнять, кто будет выделять деньги? Постановление вообще Верхней Палаты, оно обязательно к исполнению всеми органами исполнительной власти. Чтобы вы понимали, тем более, это постановление никогда не выходит в свет, если предварительно его не согласуют соответствующие федеральные ведомства. Вы понимаете, на уровне руководителей. Допустим, по экономической зоне, особой экономической зоне Ишимбая, там было согласовано с министром экономики Орешкиным. И так далее. Это везде первые лица согласовывают. Далее, это уже профессиональная системная работа чиновников правительства республики. Надо подготовить соответствующие качественные ТЭО. Надо подготовить, возможно, проекты соответствующих нормативных документов. Надо работать. Я хочу просто подчеркнуть, что в Рио, исполняющий обязанности главы республики, Ральф Арич, он же ориентирует сейчас правительство, депутатов Государственной Думы и сенаторов на конкретную работу. Это как раз примерно, наверное, первый такой масштабный пример конкретной работы с федеральными ведомствами. Поэтому я здесь думаю, нас ждет успех. Конечно, это будет сложно, это будет трудно, потому что мы здесь рассчитываем на бюджетные средства, которые будут дополнительно получены бюджетом Российской Федерации, либо не исполнены те или иные, проекты в других регионах. Тогда высвобождаемые средства сразу же пойдут на эти проекты. Тем более наши проекты очень высокой степени готовности. Есть проектно-сметная документация, они прошли в большинстве своем государственную экспертизу. Это в очень высокой степени проекты.
Кстати, был поддержан и проект вставки вот этого моста знаменитого, помните? Конечно. Который, значит, в свое время мы закрывали. Поддержано, да, это решение о софинансировании из федерального бюджета. А есть какие-то уже по срокам, конкретика какая-то? Когда это может начаться? Ну, мост начинается в этом году. Ага. Подготовительные работы и строительство моста начинается в этом году, потому что такую задачу поставил Раиль Фаридович перед мэрией Уфы и перед Гострансом. И там пока ничего не мешает. Пока предварительно там 1,5 миллиарда федеральных денег предполагается. В добавку к деньгам, которые, так сказать, будет выделять республика. Это очень существенная поддержка. Я хочу вам напомнить, что когда мы строили Затонский мост, тогда тоже было выделено с федерального бюджета 1,5 миллиарда за счет средств Платона, знаменитого. Знаете, да, этот проект? Скажите, поэтому я очень доволен, потому что, ну, конечно, будем итоги подводить после того, как сегодня выступит Раиль Фаридович на пленарном заседании. И Константин Борисович, они оба будут выступать сегодня на пленарном заседании, рассказывать о республике. Сегодня будет официально открыта уже экспозиция Республики Башкортостан в Совете Федерации, которая рассказывает и презентует и инвестиционный потенциал, экономический, социальный потенциал нашей республики. Вообще коллеги отмечают очень высокий уровень работы коллег из Башкортостана. Есть чем сравнивать, поверьте мне, значит, у нас предельно конкретный проект документа. Если, так сказать, на пленарном заседании все пройдет так, как мы предполагаем, то это будет один из лучших документов, который был принят Советом Федерации за последний год. Ну что ж, спасибо вам большое, Ирик Ишмухаметович, за то, что ответили на наши вопросы. Я напомню нашим радиослушателям, что на прямой связи со студией был сенатор от Башкирии в Совете Федерации Ирик Елалов, и говорили мы о днях Башкирии в Совете Федерации, опять же, которые проходят вчера и сегодня. Как я соскучилась по Ирику Елалову. Прям слушаю и бальзам на душу. Ну что ж, видимо, надо чаще созваниваться и встречаться. Да. Ну что ж, эту тему обсудили, и сейчас у нас есть еще одна тема, и мы к ней перейдем, точнее. Вернемся из Москвы, из Совета Федерации к нам в родной город Уфу, а именно в микрорайон Сипайлово. Хорошо, что не на подводную лодку. Это да. В микрорайоне Сипайлово есть гаражный кооператив под названием «Жуковский», и вокруг этого кооператива начали разворачиваться события. Хотя на самом деле-то они начали разворачиваться давно, но вот в последние дни вновь активизировались. В частности, Медиакорсеть пишет о том, что чиновники пригрозили снести почти 500 гаражей в Сипайлово. И здесь вся предыстория вопроса. Но мы сейчас читать материал подробно не будем. Мы созвонимся с представителем этого гаражного кооператива, Владимиром Гершовым, который, в общем, готов рассказать о том, что там происходит, и, соответственно, высказать свои сомнения насчет этих событий. Я от себя добавлю, что с 2012 года аренда вот этой территории со стороны администрации была прекращена, и с тех пор арендные платежи не платятся, вот, и, соответственно, власти хотят снести этот гаражный кооператив, но собственники гаражей против, и у нас Владимир Иосифович на проводе. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Администрация не продлевает уже 5 лет аренду и решила исполнить решение суда от 2012 года. Почему вы считаете, что, в общем, это решение неправомерно и хотите иного развития событий? Ну, если вы говорите о решении суда, то это, конечно, очень интересно. Если в 2012 году, как утверждает администрация, было решение суда, то тот, кто это говорит, он не понимает, какой однозначный вывод можно сделать из его слов. Если было решение суда, а в 2012 году, с 2012 года по 2016 год главным судебным приставом у нас был Байгускаров, то выходит то, что за то, что 4 года Байгускаров, как главный судебный пристав, не выполнял решение суда, его «Единая Россия» выдвинул в депутаты Государственной Думы. И он сейчас является депутатом Государственной Думы. То есть за то, что Байгускаров плохо работал, он сейчас депутат Государственной Думы. Ну, я считаю, что это со стороны Ахунова это прямое оскорбление власти. Так, на сегодняшний день что мы имеем, да? То есть гаражи стоят до сих пор на месте, вы хотите их отстоять, но власти требуют их снести, верно? Да, 1 марта появилось объявление, что до 15 марта все снести. 5 марта была встреча Ахунова
Роберта Забировича с представителем кооператива. Давайте скажем, что это глава администрации Октябрьского района, верно? Аконов Роберт Забирович — это глава администрации Октябрьского района. Угу. Мы его долго спрашивали, законность этого решения. Только он сначала не говорил о законности решения. И потом сказал, не хотите по-хорошему, мы вас решением суда снесем. Притом он говорил это так, что будто бы суд — это его подразделение, что оно не будет отстаивать наши интересы. А уж только потом сказал, что есть решение от 2012 года. Угу. Смотрите, что получается. Вот я хочу пример привести. Когда собственник квартиры хочет выселить своего арендатора или просто прекратить сдавать в аренду квартиру, он принимает решение и прекращает ее сдавать в аренду. Здесь примерно то же самое. Да? Город решил не сдавать в аренду больше землю, и, в общем-то, кажется, что это правомерно. Почему вы не согласны с этим решением? Немножко некорректный вопрос, отвечу на него так. То есть, если вы сдаете квартиру, я там живу, я говорю, давайте я вам заплачу деньги. А он не хочет брать денег. Живи, но деньги не бери. А почему это все зависит? Что зарплата Аконова Роберта Забировича не зависит от налогов, те, которые платит население. Вот, допустим, доказано, уже все власти говорят, с 15 по 17 год зарплата, не растет у населения. А у Роберта Забировича за это время зарплата со 123 тысяч поднялась до 184 тысяч. То есть зарплата увеличилась более чем в 1,5 раза. На 60 тысяч. Это от чего? Его зарплата не зависит. Платит население налоги, не платит население налоги. Это его не зависит. И он, как говорит, я 3 года занимаюсь тем, что сношу гаражи. То есть население Сипайлова должно знать своих героев. То, что наши и так переполненные дворы, это заслуга Аконова, ему мало. Он хочет, чтобы еще 500 машин добавилось на наши детские площадки, зеленые насаждения. Смотрите, городу нужна земля. Они хотят построить там социальные дома, насколько я вижу информацию, да? То есть земли в том же Сипайлово уже недостаточно. Понимаете, выходит так, велика Россия, отступать некуда, вот только в этом месте можно. На вопрос, куда девать гаражи, он же не отвечает. То есть это вопрос о том, что ставьте на клумбы, за полгода до выборов главы республики, меня это не интересует, нужна земля. Недавно ведь выступал главный у нас глава Федеральной антимонопольной службы. Что он говорил? Самый коррумпированный бизнес — это у нас фармацевтия и строительство. Так, это уже другой вопрос. Смотрите, значит, у вас мероприятие прошло, да? Что-то вроде схода, собрания. Вы там выходили даже с плакатами. У нас было собрание, да, были лозунги, что за счет населения Аконов хочет нас выдавить во дворы. То есть, ведь недавно московский чиновник что заявил? Что те, кто живет в московских хрущевках, это скотобаза. По Аконову, по его действиям, он повышает... Собственники автомобилей — это люди, которые берут на себя ответственность за то, куда они будут свой автомобиль парковать. То есть если муниципалитет решает, что эта земля нужна для строительства, то действительно, так сложилась мировая практика. Это ведь вопрос собственников автомобилей. Парковать его туда, где он его найдет, не знаю, место. Абсолютно с вами согласен. Только что выступал бывший глава города Уфы Ирик Елалов, который говорил, есть гараж, есть машина, должен быть гараж. У Роберта Аконова другая позиция. Есть гараж, есть машина. Машину ты ставишь на детскую площадку, а гараж мы у тебя отберем. Вы что планируете в результате делать? Вот сейчас сроки, в общем, 15 марта не за горами, да, на этой неделе уже. Давайте скажем так, законных решений пока нету. Мы будем бороться. По примеру Сипайлова. Хотели уплотнить строительство Бигбая 22. Отменили. Хотели уплотнительную застройку в Бигбай 27, отменили. Но я бы хотел привести другой случай, когда абсолютно законно началось строительство по Уфимскому шоссе, где Госстрой, руководитель Бадиков уже начал строительство. Но Альберт Ленарович Мифтахов одним звонком тому же Ирику Елалову остановил эту стройку. То есть сейчас все-таки, надо же думать о народе. Надо думать о народе или только о себе любимом. А почему вы начали действовать только сейчас, когда уже возникла угроза сноса? Ведь несколько лет аренду не платили, понимали, что по сути незаконно эти гаражи стоят. То есть почему нельзя было добиться раньше того, чтобы заключили договора этой аренды, продлили их в конце концов? Гараж официально находится еще с прошлого тысячелетия, в 1998 году.
И все наши обращения о том, чтобы продлить аренду, сказали нет и все. Мы ведь хотели поставить там капитальное строительство, тоже отказали. Но, видно, кому-то именно этот участок земли кому-то надо. Кому не знаю, но кому-то надо. Но это во вред жителям Сипайлова. Приедете в Сипайлов, посмотрите, все дворы заставлены. Ну, хочется, чтобы еще 500 машин стали на детских площадках. То есть 500 человек, членов кооператива, это 1500-2000 жителей Сипайлова, которые нанесут вред еще десяткам тысяч жителей Сипайлова, когда будет парковаться непонятно где. Еще сейчас непонятно, где можно парковаться. После 6-7 вечером приходишь в Сипайлово, все заставлено. Куда ставить машины? Ведь у того же Ахонова, конечно, у него есть дом 337 квадратных метров, где он может поставить машину. А у вас главная претензия к тому, что вам в итоге негде будет машины парковать или что? Вам же, очевидно же, заплатят неустойку, если ваши гаражи снесут, и если это в вашей собственности находится. Ну, какая неустойка? Во-первых, ну давайте так вот. Сейчас вот я выглядываю в окошко, у меня тут подснежников, которые завалены машинам. Это сохранность машины. Где лучше хранить машины? В гараже или на улицу? Не, понятно, что в гараже, но 99% уфимцев хранят на улице, но нет столько гаражей. А я бы сделал бы так, что любого любого главу города, любого главу района судить о том, если у тебя увеличивается процентов хотя бы 5 количество гаражей, ты молодец. Если не выполняешь план, иди на улицу. Ну, вы знаете, современная градостроительная практика все-таки с вами, наверное, не согласится. Нет столько места в городах, чтобы гаражи плодить на самом деле. Ну, как бы очевидно же. Тенденция везде к тому, чтобы количество гаражей уменьшалось. Скажите, это правильная тенденция? А воровство, что машина можно будет воровать, и все-таки из гаража же... Правильно, неправильно, это вопрос другой, но, к сожалению, это данность, да, то есть количество квадратных метров на территории города больше не становится, оно становится меньше. И это все-таки прерогатива пользователя автомобиля, его владельца решать вопрос. Покупать платное место в парковке многоуровневой, например. Я понимаю, имея зарплату 180 тысяч, можно себе позволить. Ну, давайте тогда и всем сделаем зарплату 180 тысяч, чтобы можно было купить где и что я хочу. Но все-таки о тех, кто получает небольшую зарплату, тоже надо думать. То есть это увеличение перед выборами. Да, у нас было собрание 8 марта. Лозунги были такие, что Роберт Ахонов копает под Радия Хабирова. Ну, хорошо, понятно. Спасибо большое. Мы благодарим нашего собеседника. На связи со студией был член кооператива «Жуковский» Владимир Гершов, и он высказывал свою точку зрения на предмет сохранения этого кооператива или все-таки сноса гаражей, как того хочет администрация города и конкретно Октябрьского района Уфы. У тебя есть гараж, Руслан? У меня нет гаража. И у меня нет гаража. Ну и у большинства уфимцев его нет. Вообще, я хотел бы, конечно, чтобы этот гараж был, но я понимаю объективно, что город и другие налогоплательщики, у которых нет машины, не обязаны меня этим гаражом обеспечивать. У меня у папы есть гараж, но папа туда машину вообще не ставит. Потому что далеко и неудобно. Да, ну ездит достаточно далеко. Ну, в общем, вот тут самое простое, что все не должны скидываться. Мы там мотоблоки храним. Ну, это тоже вариант. Мотоблоки надо где-то хранить. Кто-то хранит просто колеса. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Благодарим всех, кто был сегодня с нами. У микрофона была Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Пока. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.